по ночам мне снятся горы, они зовут меня домой. Строчку из знаменитого стихотворения альпинисты со всей России теперь будут посвящать Ингушетии, которая за короткий период успела стать для гостей родной. Чемпионат России по альпинизму в скальном классе, в отличие от технического, победителей выявлял сразу. И мужчины, и девушки могли сами посчитать количество своих баллов, следовательно, свое призовое место. Ирина Бакалейникова, кодовое имя «Стальной ангел», свое последнее восхождение в рамках чемпионата совершила как раз перед закрытием состязаний. Второе место, и это не максимум, на который команда была способна. Такое ощущение, что чемпионат можно только начинать, потому что мы только разлазились, поймали такой драйв хороший и думаем, ну все, сейчас можно лазить. Очень тяжело немножко было сначала нам, мы хотели, конечно, побороться за первое место, но силов не хватило все-таки, и мы решили вот так вот биться до последнего, и получились вторые. Я считаю, что моя напарница лучшая в любом случае. Вот, самая лучшая напарница Ира. Вот. Да хорошо полазили. Главное, нам с погодой повезло. Соперники у нас сильные. Приятно, да, приятно побороться. Второе место заняли, тоже неплохо. Есть к чему стремиться. Безоговорочное первое место заняла другая команда из Красноярска. С самого начала Марина Попова и Олеся Бабушкина были явными лидерами. Поэтому первая строчка пьедестала со внушающим отрывом от второго места – отличный задел перед следующим чемпионатом. Первый день мы сильно устали. Прям сводило руки, нервничали. Во второй день уже попроще. То есть лазили короткие маршруты, настроились. С утра нервничали, как-то боялись, что нас все догонят. А потом уже поняли, что все нормально. Лазили уже классно. Сначала проходили самые сложные маршруты, рейтинговые. Они оказались намного легче, чем мы думали. А потом, под конец, уже такие менее сложные, одноверевочные, но тоже трудные. Больше на ИТО, чем на лазание. Чемпионат России по альпинизму в этом году выдался насыщенным на спортивные события. Все дни в горах стояла хорошая погода, а значит и успех зависел только от подготовленности спортсменов. Еще одна прелесть скального класса – следить за восхождением в режиме реального времени можно тут же. Все альпинисты как на ладони. Благодаря грамотно выбранной тактике и хорошей физподготовке первое место среди мужчин взяла команда из Томской области. Ребята большие специалисты в области скального класса, поэтому такой высокий результат для них – закономерность. Во второй день просто на самом деле нам какая-то фортуна выкатилась, и наши маршруты, которые мы запланировали изначально, они все были свободны, как по зеленому светофору мы все проскочили, и, в общем, можно сказать, все было по графику. Самое главное, что погода продержалась эти дни, потому что по прогнозу каждый день обещали дожди, но на скалах очень важно, чтобы было сухо для лазания. Погода продержалась, это было очень хорошо. Главная проблема была в том, что нитки очень плотно идут, и когда работаешь на огромной скорости, держаться в правильном направлении было трудно, но у нас был человек снизу, который нас поддерживал, вел, подсказывал. Их ближайшие преследователи Красноярск-1 отстали от первого места совсем чуть-чуть. План на восхождение был просто идеальным, считают сами ребята, но где-то не повезло. Второе место станет для них стимулом расти еще выше. Чувствовали себя достаточно уверенно на стене, вот сейчас у вас на соревнованиях. И показали, грубо говоря, если не полностью выложились, но достаточно хороший результат. Фактически все прошло по плану, немного подгадали с тактикой, так что можно было поторопиться и вырвать первое место. Да, буквально с первым местом нас разделил 1% от суммы баллов. То есть до конца соревнований не было ясно, кто победит. Вот томичи оказались чуточку сильнее. Проведение этого чемпионата для Ингушетии – важное событие. Развитие альпинизма должно проходить в первую очередь среди ингушских спортсменов. А когда появится интерес у нас, то и гости будут охотно приезжать. Если мы проводим второй чемпионат и к нам приезжают лучшие альпинисты России, значит нам есть что показать. И они видят, как оно все организовано. Сначала нам было, конечно, трудно. Постоянно нам помогала Федерация альпинизма России. И уже второй турнир мы уже более легче это мероприятие мы проводим. Высокую оценку организации мероприятий, начиная от размещения палаточного городка и заканчивая питанием в столовой, дал и директор чемпионата, который готов помогать развитию этого направления в регионе. Весь успех мероприятия, этих соревнований, успешного проведения соревнований, конечно, благодаря
такому радушному и очень хорошему приему Республики Ингушетия, главы Министерства спорта, правительства. Такое отношение, оно закладывает тот фундамент, в котором не только решаются вопросы бытового характера, но дает импульс для успешного проведения как в плане спортивного мастерства, так и в плане безопасности. Особенно это для альпинизма очень важно. Результаты уже практически всем известны, и все же процесс награждения все ждут с особым трепетом. Денежные премии, грамоты, медали и, пожалуй, самый вкусный подарок – яблоки из Ингушского сада. Они награждаются золотыми медалями Министерства спорта Российской Федерации, дипломами первой степени и денежным призом в размере 100 тысяч рублей, а также яблоками сада «Гигант». Альпинисты разъедутся, Альпгородок опустеет, а впечатления от скал Ингушетии останутся еще надолго. В июне стартует уже юношеское первенство по скалолазанию, но до тех пор эти ребята вернутся в Ингушетию уже в качестве туристов. И, может быть, дадут урок местному населению как практикующие тренеры. На этой приятной ноте и завершили соревнования. Наши соревнования считаются закрытыми. Тамерлан Хумхоев, Майырбек Миржоев, Надежда Магнитская, Новости 24.